Плавные красивые движения, скромность и строгость горянок. Мужчины в нем демонстрируют силу и ловкость, а девушки – грациозность и изящество. Ингушский танец, несомненно, выражает традиции и характер народа. К девушке и ее чести у ингушей всегда было особое отношение. Оно подчеркивалось и в танце. Хорошим тоном считалось, когда горянка плыла мелкой поступью, не поднимала руки выше уровня сердца, а ладони держала перед собой повернутыми вниз. Это искусство, на овладение которого уходят годы. Вытянули руки красиво. Все смотрим на зрителя, все улыбаемся. Повернулись, поворот в сторону. И раз, два, три, 4. Любовь к ингушскому танцу у Любови Межоевой началась еще с 3 класса, когда она впервые увидела репетицию одного ансамбля. С того момента решила связать с хореографией всю свою жизнь и осуществила задуманное. После окончания Грузинского училища культуры 20 лет она являлась артисткой ансамбля «Ингушетия». Прощаться с выездами и сценой было тяжело, делится Любовь, но с танцем проститься не смогла. Стала работать хореографом ансамбля «Эзди» в Сунжинском ДК. И вот уже более 8 лет передает свои знания и навыки подрастающему поколению. Хотелось бы, конечно, чтобы наша молодежь немножко обратила внимание, как это должно быть, потому что не присущие в танце, тем более движения, какие-то акробатические трюки, какие-то непристойные, какие-то непонятные движения руками. Это, конечно, очень некрасиво, очень больно смотреть. Огромный вклад в развитие танца вносят государственные ансамбли Ингушетии, разрабатывают новые постановки. Такие деятели искусства, как Магомед Гапархоев, Абдулла Мухамедов, Абубакар Шадыжев, Раиса Евлоева, Ахмед Имагожев, стояли у истоков создания и становления ингушских хореографических коллективов. У нашего народа были разные танцы – детские, общие, юношеские. Без национального танца в обществе не обходилось ни одно торжество. Даже в самые тяжелые времена он поднимал дух народа. У парней свой танец был, у молодежи. Более взрослых свой танец. Старик мог станцевать в более шуточном плане. Танцы были разные. Были мужские танцы, где типа состязания. Они там показывали свою удаль. Там находились одни парни, они и всякие трюки выполняли. Ну а самым главным и зрелищным всегда считался парный, гордый, благородный, безмолвный диалог молодых. Посредством танца не только выражали эмоции и чувства, он всегда ярко демонстрировал знания этикета, уровень культуры. Это характер нашего народа. Если в характере заложено в девичьем танце приблизительно лирика, лирическое исполнение – это очень нежное исполнение женской части. Высокие полупальцы. Ход на высоких полупальцах. Девушка не должна смотреть ни влево, ни вправо. Наоборот, парень должен быть, смотреть на нее и не терять ни взгляда. С ее дыханием должен он жить на сцене. С древних времен во время исполнения танца джигит строго обязан соблюдать дистанцию. Недопустимо касаться девушки даже краем своего костюма. Так мужчина показывал не только свою мужественность, стать, но и уважение. Танец вайнахов символизирует движение Солнца и Луны. Как Солнце и Луна не приближаются друг к другу, так и в танце девушка и парень не имеют права приближаться друг к другу. Ни в коем случае трюковые части, акробатики, шамажи, еще шаняцу. Она именно эзди адла. Отношения В танце есть свои законы, которые молодежь ни в коем случае не имеет права нарушать. Правда, сейчас он претерпел существенные изменения. Соблюдающие все правила и требования хореографического искусства встречаются реже. Я уже танцую 50 лет, 51 год, 9 сентября исполнилось. Ниже этого пояса опускать руки нельзя. Это считается даже, ну как сказать, унижением этого молодого человека. Это некрасиво. Во-первых, пальцем показывает, как она должна повернуться. Тазобедренный состав двигаться у мужчины не должен быть. Дело в том, что это унижает этого молодого человека, его за мужчину не считают. Человек, который тазобедренной частью двигается, это говорит о том, что он не мужчина, недостойный человек своего рода или своего фамилии. А почему так молодые люди танцуют? Но дело-то танцует почему? Потому что все идет из Запада.
И они подражают. В традиционном ингушском танце не было движений, поднимающие локти, от локтя руку выше. И нет, потому что единственный раз девушка-ингушка поднимала руку, когда она говорила: «Я отказываюсь с тобой танцевать», делая полукруг. Ингушский танец – одна из важнейших частей культуры народа. Его значимость отметил и руководитель субъекта в зале славы администрации главы Ингушетии, где накануне прошла торжественная церемония вручения федеральных и региональных наград. Махмуд Али Калиматов указал на недопустимость акробатических трюков и движений, которые не несут никакого смысла и не имеют никакого отношения к народному танцу. وشو دي عن بي حس دكتور نورمال خلق مغول داربيا حنزير إكفيل بليستيك مي гимнастик. Вот, поэтому вот те артисты наши, которые танцуют в действительности классический наш танец, классический, а мы все тогда танцевали, это со 40 лет, 50, нормально, я просто хотел бы обратиться, вот как раз и прошу, и Министерство культуры, не надо нам акробатики. Для этого спортзал есть. Для этого спортзал есть, спортом заниматься. А вы тоже, вы галгай, хозы, лузерды, халваларды, замсак, чтобы вот они примером были. Примером были. Юагаш юдыч, кезик ханывсо. Ну, цашиет скачавсо, что тигиш халбо кигнай, мягкий бальбейн, суным хац, на Австралии, аборигены ждердар салилдар. Вот, сюда, это не ингушский танец. Это не ингушское отношение к музыке, к такту, поведению. Это серьезный вопрос. Глава подчеркнул, Минкульт должен делать особый акцент на хореографической культуре. Также Махмуд Али Калиматов выразил благодарность артистам, которые танцуют классический танец, тем самым показывая уникальность народа. Куда должен быть устремлен взгляд девушки, какие атрибуты обязательны в одежде юноши. Ингушский танец – это возможность показать себя с лучшей стороны. Проявите не только мастерство, но и ум, воспитанность. Ведь, как и прежде, лезгинка – неотъемлемая часть мероприятий ингушей. Я считаю, что очень важно, как отметил глава республики Махмуд Али Макшеевич Калиматов, сохранить сегодня именно тот традиционный ингушский танец. Танец, в котором жизнь, в котором было объяснение в любви, в котором звучал голос народа, в котором каждое движение, оно непростое, оно говорит за себя. А вот Амина Евлоева уже 5-й год оттачивает свое мастерство. Огромная любовь к ингушской хореографии и желание обучиться технике танца привели ее в ансамбль «Эзди». Впервые идея стать профессионалом в этом деле у девочки зародилась на одном концерте, где выступал местный ансамбль. А сегодня, благодаря упорству и труду, солистка ансамбля сама радует зрителя со сцены. Я вот на свадьбах, там на концертах иногда замечаю, что девочки неправильно держат руки, делать неправильную позицию. Я тоже сама иногда делаю ошибки, но хочется тоже научиться танцевать правильно. В регионе пока нет литературы, где четко прописаны все правила поведения в танце. Но не перевелись люди, которые неустанно работают над возрождением былой культуры танца. В ансамбле «Ингушетия» намерены в ближайшее время разработать новую фольклорную ингушскую постановку, где будут показаны все элементы ингушского танца. Они не сомневаются в увеличении числа владеющих знанием национального этикета, подлинной техникой, эстетикой ингушского танца. Диана Дударова, Адам Далаков, Новости 24.